Здравствуйте, уважаемые слушатели! Меня зовут Нурова Айнуру Алихановна, я являюсь поведенческим аналитиком BCBA. Также я являюсь куратором и супервизором корпоративного фонда «Булшак». И сегодня мы обсудим такой метод, да, как социальные истории. Что это такое, как писать социальные истории, рабочие социальные истории, которые работают на практике. Что же такое социальные истории? Социальная история — это название метода, который разработан был Кэрол Грей в 1991 году. Это короткие описания определенной ситуации, событий или занятия, которые включают конкретную информацию о том, чего можно ожидать в этой ситуации и почему. Термин «социальная история» и «социальные истории» — это торговые марки, которые принадлежат Кэрол Грей. Что такое социальные истории и почему они необходимы, да, и как они помогают детям с аутизмом? То есть многие дети с аутизмом хорошо поддаются визуальному обучению. Им нравятся социальные истории, потому что они записаны, социальные истории могут быть также проиллюстрированы, они доступны для ребенка, несут именно доступную информацию. Также социальные истории преподносят информацию буквальным, конкретным образом, что может улучшить понимание ребенком ранее неоднозначную, трудных для него ситуацию, да, когда ребенок открывает эту историю и видит перед глазами. Социальные истории могут помочь в понимании последовательности, да, что зачем идет, серия действий. Например, ребенок моет руки, всегда бросает это полотенце на пол, не потому, что он этого не умеет, допустим, повешать на крючок, просто потому что он либо забывает, либо невнимателен. И вот именно в социальной истории мы доносим ценность этого поведения, да, вешать на крючок, почему это важно, и расписываем всю эту последовательность действий для ребенка, доступной для него форме. Также социальные истории могут помочь в исполнении деятельности, допустим, планирования, организации, например, собрать портфель, пойти в школу, допустим, да, приготовить бутерброд какой-то, организовать свою деятельность, организовать как бы рабочий учебный день, да, повседневное расписание для ребенка. И ребенок понимает, просыпаясь рано утром, что зачем идет и что у него сегодня будет, во сколько завтрак, что нужно сделать после завтрака, что нужно сделать до завтрака, куда нужно пойти, как доехать до этого места, что там делать. То есть все последовательно перед ребенком стоит. И если ребенок забывает какое-то действие, он может просто почитать эту социальную историю. И предоставляя информацию, да, о том, что может произойти в конкретной ситуации, а также некоторые рекомендации по поведению, вы можете помочь структурированию поведения, да, и образа мышления ребенка, то есть тем самым уменьшить уровень его тревожности, когда ребенок знает, что зачем идет. Для чего же детям с аутизмом нужны социальные истории? Первое — это для развития навыков самообслуживания. Чистить зубы, мыть руки, одеваться, делать бутерброд, да? Для развития социальных навыков, то есть делиться, просить помощь, говорить спасибо, не перебивать других. То есть для всех тех социальных навыков, которые нужны нам в обществе. Почему это значимо? Для развития учебных навыков, попросить помощь, организовать свое учебное время, организовать рабочее время, когда он делает уроки, да, организовать вот этот поход до школы, да, как выйти, если мне нужно выйти во время урока, как, зачем выполнять домашние задания, да, для объяснения ребенку с аутизмом, как могут себя вести или реагировать на определенную ситуацию другие люди, да, почему важно просить, например, у соседа не вырывать у него из рук карандаш, да, и почему, допустим, сосед может на это обидеться. И это тоже очень важно, доносить вот эту реакцию, почему учитель там его поругал за опоздание, почему не нужно опаздывать на урок. И также для объяснения окружающим, почему ребенок с аутизмом может вести себя или реагировать определенным образом, да, то есть для одноклассников, для бабушек, почему иногда ребенок ведет себя вот так, например, а не так, как нам хотелось бы, да, и тогда мы доносим, что
иногда он ведет себя так, потому что вот он так реагирует на определенные ситуации. Почему он кричит, почему он любит принимать душ, например, по утрам, что он чувствует себя комфортно, да, и это тоже облегчает как бы понимание окружающим. Для помощи детям с аутизмом в том, как справиться с неожиданными или стрессовыми событиями, или с переменами в привычном распорядке. Очень часто наши детки, когда сменяется учитель, да, меняется расписание, или, допустим, маршрут, по которому он идет в школу, или переезд в другую квартиру, часто вызывает у ребенка тревожность. И тогда мы заранее готовим ребенка к тому, что вот сегодня у тебя будет меняться расписание. И это тоже нормально. Иногда бывает первым уроком физкультура, а сегодня у тебя будет первым уроком математика. Да? И тогда мы готовим к своему ребенку вот к этим переменам, например, что вот сегодня может быть вот так. Также для позитивной обратной связи, да, когда история рассказывает о его сильной стороне, да, о каком-то достижении ребенка, когда он выигрывает что-то, побеждает, получает хорошие оценки, да, чтобы поддержать уровень его самооценки. Также для развития навыков управления своим поведением, то есть что делать, если ты злишься, как справиться с какими-то навязчивыми мыслями, как написать социальную историю. Когда мы пишем социальную историю, да, прежде всего нам важно представить цель. То есть подумайте о цели социальной истории. Мытье рук, смывать после себя унитаз, вешать полотенце на крючок, доходить в школу самостоятельно. Да? И когда вы поставили вот эту цель социальной истории, вам нужно как бы понять, зачем это ребенку, да, и что необходимо сделать ребенку, чтобы достичь этой цели, мыть руки, чтобы руки были чистые перед завтраком, да, тем самым мы смываем микробы с рук, да, чтобы руки были чистые. То есть важно вот, что необходимо сделать ребенку, чтобы добиться этой цели. Также вам важно собрать информацию, то есть соберите информацию о ситуации, которую вы хотите описать в своей социальной истории, где происходит действие этой ситуации, какие люди еще в ней находятся, да, когда она начинается и когда заканчивается, как долго она продолжается, что происходит в этой ситуации, почему. Если определенный результат ситуации не является гарантированным, то используйте такие выражения, как иногда, обычно, не, допустим, не то, что я не буду злиться, да, а иногда, когда я злюсь, то есть используйте вот эти вот фразы иногда, обычно. История должна соответствовать интересам, да, того ребенка, для которого мы пишем. Если мой ребенок любит дракончиков, динозавриков, то я могу использовать их, проиллюстрировать даже, да. То есть очень важно избегать любых слов, которые могут вызвать у ребенка тревожность, стресс или неприятные эмоции. Важно, чтобы содержание и оформление социальной истории соответствовало возрасту ребенка, для которого мы пишем, и также уровню его понимания речи. Если у меня ребенок 5 лет, да, который не умеет читать, естественно, я буду использовать какие-то иллюстрированные картинки, какие-то схемы, пиктограммы. Если это ребенок школьного возраста, младшего класса, я могу использовать картинки вместе с текстом, добавлять какие-то иллюстрации. Если это взрослый ребенок с аутизмом, которого хорошее понимание речи, да, я могу использовать сплошной текст, но добавить какие-то элементы его интересов. То есть социальная история, когда ребенок держит эту историю, она должна создавать какие-то ощущения внутри приятные, то есть стимулы должны быть приятными для ребенка. У ребенка не должно быть тревожность, мы не используем те фразы, те обороты речи или какие-то изображения, которые ребенок у меня не любит, и это вызывает в нем дискомфорт.
Как написать социальную историю? То есть мы представляем цель, ребенок должен принимать душ, да, после тренировки, чтобы принимать душ после тренировки, чтобы приятно пахнуть. То есть я иногда, когда я заканчиваю свои тренировки, я иду принимать душ, чтобы смыть запах пота и приятно пахнуть, да. Я меняю свою одежду после тренировки на свежую одежду. Тут очень важно понимать, что каждая история, она уникальна, да, каждая история, она индивидуальна. Нету одной истории, которая подойдет для всех детей. И когда мы будем доносить вот эту вот ценность, да, почему это важно, то есть, естественно, мы будем исходить из возраста ребенка, из потребностей этого ребенка, из окружения, которое его окружает. Если у меня ребенок, допустим, мальчик, да, 15-14 лет, которому значимо нравится девочкам, то есть я могу использовать, что важно принимать душ, чтобы приятно пахнуть, да, тогда моим одноклассникам будет приятно рядом находиться со мной. Если для ребенка, для самого важно быть чистым, да, то есть он испытывает какой-то дискомфорт от грязной одежды, от мокрой одежды, то я могу это прописывать. Если для ребенка значимо присутствие мамы, и мама является мотивационной какой-то, да, вот таким действием, то мы можем также прописать этот момент, что мама будет мной гордиться, что я стал самостоятельным и самостоятельно принимаю душ. Важно, когда мы будем писать социальную историю, это адаптировать текст, да, под нашего ребенка. То есть социальная история, она должна состоять из заголовка, введения, основной части с описанием ситуации, конечно, заключения и вывода. Социальная история пишется всегда от первого лица, да, от лица ребенка, для которого мы пишем. То есть и она должна быть приятным, позитивной для него, да, понятным языком написано, без осуждения, без негативной оценки. Если ты хочешь выйти в туалет, там подними руку, спроси разрешения, сходить в туалет, да, вернись, сядь за стол. И тут мы можем описать важность, почему важно поднять руку, почему не просто я встал и убежал, да, из кабинета, почему я должен попросить разрешения выйти из класса, да, чтобы не нарушать дисциплину в классе, чтобы уважительно относиться к своим одноклассникам и так далее. То есть, когда вы написали социальную историю, вы вот смотрите на свою социальную историю, вы должны задать 6 вопросов, то есть где, когда это происходит, да, кто ее выполняет, понятно ли будет ребенку, что это выполняет он, что он должен делать, да, прям четко, как он должен это делать и почему он это делает. И если ваша история отвечает вот на эти 6 вопросов, значит, ваша история написана очень информативно для ребенка. Как использовать социальные истории, да? Подумайте о том, что может облегчить понимание истории. Могут ли помочь вопросы на понимание, может быть, заменить какую-то часть текста, оставить пробелы, в которых ребенок дописывает. Например, когда я выхожу с туалета, я должен, и остается пробел, и ребенок ручкой дописывает, помыть руки, да? Или можно задать вопросы, например, когда я пошел обедать, я должен сначала что сделать? И ребенок отвечает себе на вопрос, я должен помыть руки. То есть важно создать дополнительную наглядную поддержку этой социальной истории. Например, можно повешать плакат на стену с каким-то ключевой фразой из истории, да, с такой, чтобы она вызвала у ребенка реакцию на поведение. Также запланировать, как часто и где человек будет читать эту социальную историю в школе, дома, на улице. Организовать чтение социальной истории в то время, когда человек чувствует себя расслабленным и спокойным, да. Когда ребенок довольный, да, мы можем подойти и прямо ему сказать, я написала для тебя историю про грозу, да, давай прочитаем ее вместе. Если ребенок боится у меня грозу, дождь, то есть мы можем прописать эту историю и сказать, давай вместе прочитаем. Следите за реакцией и вниманием, да, ребенка во время чтения этой истории. То есть важно собирать данные, как влияет эта история на поведение в соответствующих ситуациях. То есть я читаю эту историю для школы, и мне важно, как в школе
меняется его поведение. Если это для садика, то важно смотреть, как меняется это поведение в той ситуации, для которой была написана эта история, и также, как она меняется в других ситуациях. Иногда бывает так, что социальная история запускает те виды поведения, о которых мы даже не думали и не ставили в цель. То есть это тоже важно отслеживать, да, и может запускать другую форму поведения. И тогда нам нужно либо видоизменять, либо дополнять эту историю, да, то есть что-то менять. Несколько советов о том, как использовать социальную историю эффективно. То есть давайте ребенку социальную историю в то время, когда он спокоен и расслаблен, да. Никогда не используйте социальную историю как наказание за плохое поведение. Никогда не используйте, когда вы сами раздражительны или ребенок раздражительный, да. Особенно не начинать с этого. Очень важно быть честным с ребенком, когда вы предоставляете ему социальную историю, что вы написали ее специально для него, да, и можно совместно ее почитать. Важно просматривать историю так часто, как это необходимо, то есть несколько раз в день или в определенных ситуациях, для которых эта история была написана. Сохранять положительное, подбадривающее, терпеливое отношение, когда просматриваете или обсуждаете социальную историю, да. Во время чтения важно сохранять вот этот спокойный, дружелюбный тон голоса, да, убедиться в том, что и окружающая среда тихая, спокойная, комфортная, да, и вокруг нет отвлекающих факторов, которые могли бы отвлекать маму, специалиста там или самого ребенка от чтения этой истории. Важно выключать телефоны, телевизоры, и вот в этот момент заняться именно чтением этой истории. Также можно привлекать других, да, лиц к чтению социальной истории. Это может быть учитель, это может быть одноклассник, если того требует ситуация, это может быть сестра, с которой ребенку нравится проводить время. Если у нас несколько социальных историй для разных ситуаций, да, очень важно не давать все истории сразу, да, а чтобы ребенок читал для определенной ситуации одну историю, для другой ситуации другую историю. И вот важно эти истории давать постепенно, не перегружать ребенка информацией, да, и по мере достижения, когда вы видите, что мы достигаем какого-то результата, нужно немножечко снижать, да, то есть если он 10 раз в день читал, можно 8, потом 6, 4, 3, 2, да. Очень важно не убирать резко историю, потому что это может вызвать распад поведения. Также есть книга дополнительная, да, которую вы можете почитать. Это «Социальная история», автор Кэрол Грей. То есть это инновационная методика для развития социальной компетентности у детей с аутизмом. Руководство по созданию социальной истории. В этой книге более 185, по-моему, примеров для практического применения родителями социальных историй. То есть книга была специально написана для историй. Я сразу скажу, здесь нету одной универсальной истории или истории, которая именно подойдет каждому ребенку, да, но они стандартные, где-то какие-то истории можно переделывать, что-то добавлять, что-то видоизменять. То есть они даны больше как шаблон для того, чтобы вообще почитать, как можно составлять эти истории, как можно использовать эти истории, как можно составлять. Издательство «Рама», она в свободном доступе, ее можно заказать с интернета. Благодарю всех за внимание, интересных вам социальных историй.